последнее время много разговоров о нехватке мест для молитвы для мусульман. Похоже, что власти услышали наши просьбы. Недавно сразу в 2 местах Москвы были открыты молитвенные комнаты в следственных изоляторах Бутырки и Матросской Тишине. Наверняка СИЗО Матросская Тишина повидало немало, но сегодня его ждало нечто необычное. В его стенах впервые прошла пятничная молитва джума. За 1 неделю сразу в 2 СИЗО столицы были открыты молитвенные комнаты. Это стало итогом работы Совета муфтиев России совместно с УФСИН. Примерно год назад председатель Совета муфтиев России, муфти шейх Равиль Гайнуддин и представители министерства подписали договор о сотрудничестве, который говорит, что на всей территории Российской Федерации будут постепенно открываться в подобных учреждениях молельные мусульманские комнаты. Поэтому это первые ласточки конкретного решения данного договора. После церемонии открытия и приветственной речи организаторов прошла в целом обычная молитва джума, не считая того, что большая часть прихожан прибыла под конвоем. Хотя во время молитвы все мы стояли плечом к плечу, а сотрудники СИЗО стояли поодаль с интересом, наблюдая за происходящим. Вот так порой парадоксально переплетаются свобода вероисповедания и ограничение свободы. Эта молельная комната будет открыта в пятницу на время джума. Поэтому мы задали вопрос начальнику всех СИЗО Москвы. Разрешено ли совершение обязательной молитвы в камерах, где находятся арестованные? Если это, так скажем, не нарушает распорядок дня, если это все установлено, да ради Бога. Ради Бога. Наша позиция такая, что религия любая, так сказать, хоть христианство, хоть мусульманство, она, так сказать, имеет право на свое существование и в наших условиях. Безусловно, для арестованных мусульман совершение молитвы в кругу единоверцев – это яркое пятно в череде мрачных дней, недель или месяцев, проводимых в ожидании решения суда. Волнение, радость безмерная, счастье, потому что до сих пор очень нуждались душевно в этом, но не было возможности, приходилось молиться там у себя в отряде где-нибудь в Комке, а сейчас можно приходить. И душа на самом деле очень радуется. Со слов Юсуфа, начальство и сокамерники не препятствуют совершать намаз в камере, а практически в каждой есть по 2-3 мусульманина. Молиться-то не только в пятницу надо, есть возможность еще в камерах? Да, молиться есть возможность в камерах, способствуют, помогают всячески. Мы сейчас находимся непосредственно в коридорах СИЗО номер 1 знаменитой Матросской Тишины, где сегодня состоялось открытие молельной комнаты для местных мусульман. Конечно, приятное событие, если не учитывать тот факт, что в последнее время молельные комнаты открываются только в следственных изоляторах. Будем надеяться, что и для мусульман, которые находятся на воле, мечети будут открываться. Хочется надеяться, что открытие этой комнаты и литература, которую подарил для нее фонд «Надежда», будут содействовать тому, чтобы прихожане этой мечети, однажды покинув ее, уже никогда сюда не возвращались, а продолжали посещать мечети только на воле.